غباخش سخ واخر نوقن بيقلا جه دولخجد تندينا حميان خدني دتش ويسنوش قيل دد حسوم بيطلع دوقولش قخيتم сон قيك بيش Стихотворение известного поэта и предпринимателя Микаила Гуцериева впервые для него самого звучат на родном ингушском языке. «Мама», «Возвращение», «Мальчик Задира», «Желтые очки». Переводчик Эссет Газдиева из сотен произведений выбрала те, что лично ее брали за душу. Сегодня произведения автора читают студенты Ингушского госуниверситета. Шиитсохтардиш юктаралуатсан мот. Харцо qaldish 22 qut. Ши вол хулеш тут захожи кузы. Бaqdar кисаж досадит тут. Эсэлчинда ашта камаши юзы. В этот сборник вошли 33 стихотворения о чувствах, смысле жизни, любви к матери и родине. Поначалу переводчик Эссет Газдиева собрала книгу в единственном экземпляре. Это был ее подарок Микаилу Гуцериеву. А сегодня переведенные стихотворения представили на суд писателей республики, представителей культуры. Поскольку автору понравился мой перевод, во-первых, это говорит о том, что для него очень дорого родное слово, родная речь, родной язык. Все, что касается Родины, для него очень дорого. Его стихи, есть стихи сложные, есть стихи, которые легко ложатся на ингушский язык, а есть стихи, над которыми приходится работать со словарем. Чувствуется семантика ингушского языка в его стихах, и они легко ложатся на ингушский язык. У меня более 150 стихотворений, и я из них выбрала стихи о любви, о жизни, о смерти, которые мне наиболее близки по духу. И я решила, что они близки по менталитету каждому ингушу. Заслуженный деятель культуры республики, член Союза писателей России Эссет Газдиева начала писать в 10 лет. Дважды становилась победителем конкурса «Золотое перо» в 2001 и 2004 годах. Сборник стихов Микаила Гуцериева, переведенный на ингушский язык, это 20-я юбилейная работа писательницы. Качество перевода сложных авторских текстов на родной язык оценил председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев. Тексты Гуцериева отмечены многозначностью выражений. Каждый стих – это клубок ассоциативных связей, предполагающих множество расшифровок, чем и обеспечивается своеобразная полифония его текстов, и благодаря чему эти тексты воспринимаются как этакие поэтические симфонии. В поэзии Гуцериева значительное место занимает философская рефлексия о фундаментальных основах человеческого бытия. Точнее, его поэзии есть бесконечные из поэмы в поэму, из песни в песню, размышления о добре и зле, об их противостоянии друг другу, размышления, которые подводят поэта к обобщенным выводам. Меня удивляет многогранность таланта данного автора, удивляет то, что такие люди, в общем-то, у любого народа среди миллиона один, если рождается, и народ счастлив от этого бывает. А я вдвойне счастлива, потому что я знаю, что это высочайшего таланта, высочайшего уровня, не только песенник, не только поэт, но и великолепный экономист, политик, и просто умный человек, и просто ингуш, которым я горжусь. Микаил Гуцериев начал писать еще со школьной скамьи. Себя он сам иногда называет сначала поэтом, а уже потом бизнесменом. Музыкальная школа в детстве, увлечение литературой и стихи в стол уже в осознанном возрасте. Поначалу это вряд ли могло составить серьезную конкуренцию образованию и работе, но, как говорится, творчество не отпускает. Поэтому уже много лет свою энергию поэт передает обществу. Я считаю Михаила Садырбековича где-то гением русской словесности, потому что таких образов, таких метафор, такого богатого словесного запаса, я не знаю, у кого, с кем его еще можно сравнить из современных поэтов. И ты понимаешь, что многие вещи должны изучаться хрестоматийно в наших школах, потому что дети тоже должны учиться новому в поэзии, читать другие стихи. Не те, к чему мы привыкли с детства, да, у нас Лермонтов, Пушкин, они очень легко читаются, и каждое слово понятно, и тут все безукоризненно с точки зрения любого филолога.
А новый взгляд и новое в стихах – это, конечно, Михаил Севербекович. И хочу еще раз ему выразить огромную благодарность за ту поддержку, которую он нам оказывает. На самом деле, я вам скажу, у нас просветлело в культуре, какая-то надежда появилась на то, что мы изменим все-таки к лучшему все, что у нас было, все, что мы созидаем. И наши поэты, и наши писатели, они тоже зажглись какой-то надеждой, потому что он как лидер, как пионер, я думаю, во многих моментах их проведет, чему-то научит, подскажет. И такая возможность у нас, как у современников Гуцериева, надо этим воспользоваться. Я считаю, что мы должны сами себе этому завидовать, потому что ни один поэт не был признан при жизни. Только следующие поколения, они в полной мере могут оценить вот то, что он делает, и осознать. А мы с вами живем с ним в одну эпоху. Как мы можем доказать, настоящее стихотворение или не настоящее? Поэзия – это не теорема, тут прямого доказательства мы никак не приводим, но по своим ощущениям, по эмоциям, которые у нас вот здесь вот возникают, вот по этим вот свойствам мы можем сказать, да, вот это вот поэзия. Я, честно говоря, вот под впечатлением услышанного, и даже вот хотелось бы сказать Михаилу Гуцериеву крокодиловая схватка, крокодиловая строчка, крокодиловая рифма, крокодиловый поэт. То есть действительно это поэт со своей правдой, это поэт со своей истиной. И сегодня полный зал сидит. Меня очень радует, как поэта, что пришел полный зал людей послушать стихи. Стихи Михаила Гуцериева не только читают, на них пишут музыку. Такие композиции неоднократно становились лауреатами различных музыкальных премий и фестивалей. С 2012 года они 101 раз прозвучали на «Песни года», 73 получили премию «Шансон года», 10 раз «Золотой граммофон». Сам автор много раз признавался поэтом года, неоднократный лауреат и победитель авторитетных литературных премий, в том числе Российского союза писателей. Некоторые песни под его авторством также были показаны зрителям. Диана Дударова, Мусым Ганиев, Сулейман Костоев. Новости 24.